В одном из живописных мест Якутии в местности Еланка 5 и 6 августа прошел третий фестиваль скалолазания и экстремального туризма «Еланка-2017», где организаторами выступили Федерация альпинизма и скалолазания Якутии, а также Министерство по делам молодежи и семейной политики республики. Фестиваль нынче вошел в топ-10 самых ожидаемых спортивных фестивалей России и СНГ. Принять участие изъявили желание около 200 человек. Это 22 команды по 8 участников, представляющих Якутск и Хангаласский район. По словам организаторов, участников могло быть гораздо больше, но в первую очередь они думали о безопасности каждого, поэтому число участников пришлось ограничить. К слову, участие могли принять все желающие, вне зависимости от возраста, пола и даже физической подготовки. Фестиваль мы проводим, чтобы наша Федерация альпинизма и скалолазания, мы развиваем вот эти три направления – альпинизм, скалолазание и туризм. Конечно, параллельно с этим стоит воспитать патриотичные, знающие свою родину, любящие свою родину молодых людей. Нынче яркое событие лета было дополнено новыми видами соревнований, среди которых бег по пересеченной местности, фрироуп, заплыв на катамаранах и пулевая стрельба. Фрироуп – молодой вид спорта, который основали в 1992 году туристы. Причем этот вид спорта не требует больших затрат. Для занятий достаточно наличия нескольких деревьев и 20 метров веревки. На этом слете фестиваля Еланки проводится этот фрироуп здесь впервые. До этого в городе проводили 2 городских чемпионата по фрироупу. Участвовало достаточно команд. Вид спорта молодой, очень интересно. Здесь затрат никаких. Веревки, слыки, любые опоры требуются. Шины, покрышки, все идет туда. И задача участника пройти, не касаясь земли. Здесь любой человек может испробовать свои силы и возможности. Время здесь ограниченное, 3 минуты дается. Вообще среднее время минута 50, спортивный человек шустренький, даже за 2:30 спокойно пройдет. Вся прелесть трассы в том, что она висит в воздухе, прокрадываясь между деревьями с помощью веревок, тросов или цепей. Ребятам необходимо было пройти путь за 3 минуты, что удавалось далеко не всем. Я представляю команду «Казбек». Мы только что прошли веревочный парк, называется, наверное. На этих веревках тяжело, надо за 3 минуты успеть уложиться. Я прошла до той петли, она, в принципе, до меня там только одна девушка прошла этого расстояния. Поэтому я считаю, что неплохо. И еще раз попробую, сейчас у меня будет 2-я попытка, надеюсь, все пройду. Времени не хватило, 3 минуты очень быстро проходит, очень много сил отнимает. Там нужно, чтобы и руки сильные были, и ноги сильные были. И в то же время надо не торопиться, стараться, а как-то успокоить себя, чтобы ничего не дрожало. А говорят, вообще, если за минуту 50 все пройти, то очень хороший балл. По-моему, это почти нереально. Соревнования по заплыву на катамаранах оказались весьма увлекательными. Преодолеть дистанцию, не коснувшись при этом буйка, развернуться против течения и доплыть до берега также удавалось немногим. Но те, кто сумел перебороть усталость и течение реки Лены, добились рекордных результатов. Приехали мы сюда вчера, очень понравилось, сейчас выступили, показываем хороший результат. Мы прошли, получается, препятствие за минуту 30 секунд, 34 секунды. В принципе, довольны своим результатом. С первой попытки сделать, в принципе, почти что рекорд. Надеюсь, что мы первые. Я уверен в победу. В фестивале первый раз участвуете? Да, в этом буду первый раз. Вообще первый раз? Вообще первый раз. Первый раз на скалы полез, первый раз. Не первый раз, конечно, на байдарке, но так мне очень интересно. Как считаете, такой вид отдыха, он лучше, чем проводить время в городе? Да, конечно. Во-первых, здесь очень много друзей, очень много новых знакомых, новые друзья, с кем я познакомился. Свежий воздух, отличная погода. В принципе, и здоровый образ жизни – очень классная вещь. Всем советую. Напомним, что первый фестиваль прошел в 2015 году, и участников тогда было в 2 раза меньше, и соревнования были только по скалолазанию. Отметим, что высота скал, где проложены трассы, около 25 метров. Нынче увеличилось не только количество участников, но и самих трасс. Новые скальные тропы проложили гости из Москвы и Красноярска. Места красивые, широкая большая река, просторно, фестиваль классный, много народу. Мы подготовили 8 трасс, намечаются интересные соревнования.
По мнению постановщика трасс Григория Григорьева, местность Еланка прекрасно подходит для соревнований по скалолазанию и наверняка привлечет любителей этого вида спорта со всей России. Вместе с Егором Матвеенко готовил, пробивал и чистил трассы. Замечательная порода. Я надеюсь, участники будут довольны. Все скалы уникальны. Нет двух одинаковых массивов, нет двух одинаковых районов, нет двух одинаковых скал. Соответственно, можно приехать в разные места, и нужно будет по-разному адаптироваться к каждому из новых районов. Поэтому Еланка, она уникальна сама по себе. Для спортсменов из других регионов России это скорее как экзотика, как вот интересное место, куда сложно добраться в обычном режиме. И вот в качестве такой вот изюминки, в качестве необычного места проведения, конечно, они приедут. В этом году организаторы оценивали прохождение трасс по бальной системе от 15 до 30 очков, в зависимости от уровня сложности. Требование к участникам было всего одно – быть на позитиве, ничего не бояться и пройти путь за 3 минуты. Сегодня у нас наконец-то начались соревнования по скалолазанию среди любителей экстремального туризма. Мы ждали это целый год. В этом году участников намного больше стало, что для нас очень интересно, так как добавляет некую сложность, да, организаторскую. Но в этом году, за 3 года у нас появился большой опыт проведения таких фестивалей. И мы все в этом году лучше справились. В этом году мы пригласили 2 спортсменов, один с Москвы, другой из Красноярска, и пробили довольно такие уже спортивные, серьезные, довольно сложные трассы, в котором, я думаю, будет интересно уже пройти и другим жителям нашего региона России. А завтра сами и мы, спортсмены, скалолазы, попробуем пройти эту трассу. Вот. И как справитесь? Я думаю, да, наши скалолазы справимся. Сами вообще требования к участникам очень простое. Быть позитивным, интересным и веселым. Вот, и быть сегодня здесь на фестивале. Вот, любой человек. Мы подготовили соревнования категории сложности для диванных и спортивных людей. Инструкторы всегда были готовы поддержать участников и напутственным словом, и подсказать, когда нужно. Ребята остались довольны. Отлично. Мы сегодня уже успели участвовать на сплаве, а также в веревочном парке, ну и вот скалодром. Впереди еще полевая стрельба и бег. Вы сами лично в первый раз участвуете в фестивале или уже были раньше здесь? Я участвую во 2-й раз. В прошлом году участвовали и заняли 2-е место с командой. В этом году тоже надеемся хоть на призовое место. Как оцениваете трассу, на которой вот вы только что сейчас пытались ее покорить? Ну, я немного расстроена, так как я раньше уже ходила сюда, но сейчас что-то не справилась. А раньше получалось, да? Да. Волнение и плюс ко всему усталость еще. Из-за того, что предыдущие вот эти соревнования были, да? Ну да, я до этого еще 2 трассы прошла, поэтому чуть-чуть поторопилась. А как вообще сам фестиваль? Вы уже традиционно сюда приезжаете? Вы могли бы посоветовать его своим друзьям? Да, мы с друзьями традиционно приезжаем и все пропагандируем, чтобы сюда приезжали. И целый год ждем Еланку. Легче отдохнуть в городе, где-нибудь в клуб сходить, например, или в парке, или сюда приехать на выходные? Конечно же, сюда приехать, так как мы увлекаемся экстремальными видами спорта, и здесь мы отдыхаем душой и телом. Кстати, Аня у нас занимается во 2-й школе, так что за год у нее очень увеличился навык скалолазания, так что приходите, занимайтесь скалолазанием. Пока! Организаторы отмечают, что фестиваль экстремального туризма и скалолазания набирает популярность с каждым годом. Участники, в свою очередь, каждый год ждут заветный август, когда, водрузив на плечи тяжелые рюкзаки, ты начинаешь восхождение к своей вершине, обретаешь новых друзей и, что самое главное, веру в себя и в свои силы. Это лучший вид отдыха, уверены все участники фестиваля. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Аял Черноградский, Каролина Босикова, ЕСЯ.